Продолжим тему. Председатель Сысольской районной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Владимировна Сажина направила к эфиру видеовопрос. С июля этого года ожидается очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Уточните, пожалуйста, на сколько процентов и на какие виды услуг повышаются тарифы. Спасибо большое. Да, действительно, с 1 июля мы в Республике Коми ожидаем рост тарифов на коммунальные услуги, и он составит следующие размеры. Электрическая энергия у нас увеличится порядка 9%, я говорю сейчас о приростах. Тепловая энергия у нас увеличится на 13,5%. Это причем я называю максимальную величину роста. Для отдельных потребителей роста тарифов на тепловую энергию у нас не будет, потому что тарифы на тепловую энергию будут заморожены для тех граждан, у которых тарифы выше средних, соответственно, и будут сохранены на прежнем уровне. На услуги водоснабжения, водоотведения мы также ожидаем рост до 13,5%. На услуги газоснабжения, рост у нас ожидается в пределах 11%. Услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами у нас вырастут на 3% с небольшим. Ну и твердое топливо, также мы ожидаем, что рост тарифов на твердое топливо не превысит 13,5% в зависимости от видов топлива, степени его разделки, а также способа доставки. А где тарифы заморожены примерно, можно сейчас сказать? Да, действительно, это очень важный вопрос. У нас тарифы замораживаются в основном для сельских населенных пунктов, где тариф у нас составляет свыше 3000 рублей. И, соответственно, чтобы мы в Республике Коми обеспечивали равные условия для наших граждан, такие меры у нас в Республике Коми принимаются уже с 2019 года. Это тариф на теплоэнергию? Это тариф исключительно на тепловую энергию, потому что в структуре расходов граждан, учитывая нашу северную специфику региона, расходы на тепловую энергию занимают достаточно большой удельный вес.